новых проектов, новых свершений и всем удачи. Доброго здоровья всем. Добрый день, вернее, добрый день, господи, что я говорю. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот звук вам комфортен для работы дальнейшей, да? Не надо нам ничего там поднастраивать, все нормально, да? Хорошо. Коллеги, значит, я хочу вам сказать о том, что сегодня в этом зале собрана самая творческая, самая креативная часть нашего библиотечного сообщества. Я хочу вам сказать о том, что именно с вами мы связываем все наши надежды на перспективу. Здесь есть те, кто только начал работать, есть те, кто давно работает, возглавляет эти наши коллективы муниципальных библиотек, городских библиотек. Хочу пожелать вам замечательной работы сегодня для того, чтобы мы, во-первых, увидели идеи друг друга, да? Научились быть в состоянии диалога, поиска, доработки таких проектов, посмотрели, как люди умеют презентовать, научиться чему-то у других, представить себя в наилучшем виде. Успехов нам! Я сейчас даю слово Антону Александровичу. Хочу вас спросить, вам удобнее быть, наверное, здесь, за трибуной? Или внизу? Определитесь, как вам удобнее. Я забыла вашу тему. А там сейчас будет картинка. Я, кстати, презентер вот. Если можно, запустите, пожалуйста. Да, вот я просил вот эти вот, ага. Вот, собственно, вот так она звучит, эта тема. Добрый день, коллеги. Большое спасибо организаторам, что пригласили меня. В первый раз я в Чебоксарах, как-то так долго рвался, но почему-то получилось только сейчас. Вот моя профессиональная практика связана с Чувашией достаточно давно. Я как бы здесь не был, но был относительно связан, потому что уже порядка 20 лет назад были созданы первые модельные библиотеки в Чувашии в том числе. Я вот был в той команде, которая, собственно, этот проект реализовывала. И вот поэтому порядка, уже больше, на самом деле, 20 лет наша команда так или иначе занимается реконструкцией библиотек. Ну, причем не реконструкцией библиотек, скажем так, а поиском нового содержания, новых форм работы для библиотек в целом. Библиотек в стране, конечно, а не в какой-то одной библиотеке. Именно поэтому наша библиотека, Российская государственная библиотека для молодежи, это не просто библиотека, которая, вот некая библиотека, некая коробка, которая в одном месте стоит, обслуживает каких-то людей, больше ничем не занимается. Это, конечно, во многом методический центр. То, что я вам буду показывать, это в 99% это именно наша библиотека, которую мы строим по принципу, скажем так, не уголков, да, а точек новых технологий, точек новых форматов работы, которые могут быть так или иначе позаимствованы в другие библиотеки. По роду своей деятельности мне пришлось посмотреть довольно много библиотек по миру, там, да, то есть американские, не знаю, африканские, азиатские, европейские библиотеки. И везде надо сказать, что самые лучшие библиотеки, они были лучшими, потому что они соответствовали чаяниям народа. Сейчас я покажу несколько фотографий. Вот сегодня уже возникала тема ОДИ, Центральной городской библиотеки города Хельсинки, которая, в общем-то, вот так вот внезапно для многих возникла и породила бурление в умах. Казалось бы, вот она прекрасная библиотека. Но надо прекрасно понимать, что Финляндия сама по себе довольно необычная страна с точки зрения отношения к жизни, к образованию. Там очень, скажем так, максимально благоприятные условия для образования, максимально благоприятные условия для библиотек. Поэтому ОДИ – это был определенный этап трансформации библиотек в Хельсинки. Они довольно долго к этому шли. То есть вот этот уровень свободы, уровень технологического проникновения, уровень взаимоотношения библиотеки с читателем как публичного некого пространства с людьми, это все долго-долго наращивалось. Но при этом надо понимать, что это библиотека, которая работает на конкретно финское общество. Да? Финляндия это не Скандинавия, да, но тоже как бы вот причисляется к сонму этих стран. Соответственно, это определенный подход к жизни. Действительно, ОДИ максимально, понятное дело, продвинутая, насыщенная самыми разными технологиями библиотека, ла-ла-ла. Все понятно, да? Но она работает именно на свое общество. Есть другая, например, библиотека, открытая через год после нее, тоже, да, то есть вот все мои, вот, Национальная библиотека Греции. С точки зрения технологий абсолютно точно так же, как и ОДИ. То есть вся технологическая
там подкрутка у нее есть, нет, может быть, швейных машинок. Но вот швейные машинки условные, да, это как раз тот показатель того, что общество, ну, либо захотело, либо уже готово к тому, что швейные машинки находятся в библиотеке. У нас, когда вот эти все дела обсуждали, типа, в библиотеке швейная машинка, какая классная идея, давайте все сразу у нас внедрять швейную машинку. Но надо понимать, почему финны внедрили швейные машинки. Потому что условно какая-то в обществе возникла потребность сделать что-то руками, но при этом швейных машинок дома нет. У нас ситуация обратная, у нас есть эти самые швейные машинки, и тот, кто хочет этим заниматься, он это делает. Поэтому не надо тупо переносить все в лоб. Да? Соответственно, Национальная библиотека Греции, она более традиционалистская, можно сказать, да, более привычная, что ли, библиотека. Но она лучшим образом подходит к греческому такому расслабленному, несколько мировосприятию, более классическому. Да, то есть, и они особо, вот все эти технологии, да, то есть у них любимая фраза «завтра когда?» «Завтра, послезавтра». И эта библиотека наилучшим образом отвечает чаяниям того сообщества. И поэтому наша задача в любом случае, неважно, какую библиотеку мы будем строить, эта библиотека должна удовлетворять нуждам того сообщества, для которого мы работаем, но не тем текущим нуждам, которые вот у него сейчас есть, а тем нуждам, которые у него должны появиться из-за того, что появилась новая прекрасная либо реконструированная библиотека. Сейчас попробую объяснить, к чему я веду, вот что имеется в виду на те нужды, которые могут возникнуть. Лет, наверное, вот уже больше 10 лет назад мы ходили с камерой вокруг своей библиотеки и спрашивали людей, что они хотят от хорошей библиотеки. И 9 человек из 10 отвечали просто: мы хотим, чтобы в библиотеке были новые книги. Это было все, что люди хотели от библиотеки. При этом мы четко знали, что уже много где в библиотеках есть новые книги, но люди там не появляются. Почему? Потому что у людей, у них просто стереотип, да, что библиотека – это только книга, ничего больше. Это основное содержание. Мы сейчас говорим не про библиотекарей, которые много про себя понимают, многое знают, храм знаний, вот эти все слова определенные. Но у людей был определенный стереотип, что библиотека – это только книги. Если мы будем ориентироваться только на их стереотипы, что вот они считают, что у нас должны быть новые книги, вот мы закупили новые книги, а люди не пришли. Не пришли они по какой причине? А по той причине, что они не осознают, что новые книги в реальности, в своей вот реальной жизни, они возьмут, может быть, у друзей, им проще в какой-то ситуации купить эти новые книги в книжном магазине, либо они их возьмут в электронной форме, потому что они уже молодые, современные, какие угодно. И им от библиотеки, возможно, нужно что-то другое. Но вот сейчас, когда мы уже через 10 лет подобный опрос проводили, то у людей уже появилось определенное понимание. Но оно возникло не просто так, а потому что мы смогли в жизнь библиотек, в том числе и наша библиотека, смогли вдохнуть новое содержание, которое связано, разумеется, и с книгами, с новыми формами работы, с упрощенным обслуживанием, сегодня будем об этом говорить, с пространствами, с технологиями, с ресурсами, с возможностями самореализации, самоидентификации и так далее, и так далее. Сегодня напрямую не является это нашей темой, но тем не менее. Итак, цифровая среда, о которой я говорю, она не является чем-то отдельным от библиотеки. Вот знаете, очень долго существовали, они сейчас, я думаю, существуют, некие отделы автоматизации библиотеки. И создается ощущение, как будто, во-первых, отдел автоматизации, я не очень люблю вот эту формулировку, потому что у нас не завод, у нас не стоит задача, да, вот просто там вот как бы люди что-то собирали отверткой, поставить конвейер, и вот они начнут это делать как-то быстрее. Не в этом смысл, да, поэтому я сам по себе отдел автоматизации не очень, мне нравится эта формулировка. Так вот, цифровая среда – это вся библиотека должна таким образом существовать, чтобы было комфортно, в том числе с помощью неких цифровых примочек. Но, давайте сейчас я еще одну картинку покажу. Вот после больших библиотек, Центральная библиотека Лысогорского района. У нас сейчас в этом году завершился 3-й сезон библиотечной школы цифровой грамотности. В рамках этого проекта, я знаю, что вот есть в зале участники, да, где кто прослушал, поэтому я, возможно, для вас что-то уже знакомое буду сегодня рассказывать. Основными участниками являются модельные библиотеки. И мы каждый год ездили по 2 библиотеки в разных регионах, там Владимирская область, куда мы в Сыктывкар ездили, в Благовещенск, и снимали там интервью, условно, в дудю-стиле, да, с
директорами, заведующими этих библиотек. В чем смысл был этих интервью? В том, как понять, во-первых, как они сделали эту новую библиотеку и что это изменило в жизни их собственного местного сообщества. Ну, вот если мы говорим конкретно о Центральной библиотеке Лосогорского района, сейчас это звезда на районе. Да, то есть это библиотека, переделавшая все под себя. И мы параллельно снимали, ну то есть это как бы показательно, да, то есть мы приезжаем, снимаем новую библиотеку, снимаем почту, снимаем школу, снимаем ДК, детский сад. С какой целью? Чтобы показать, насколько вот на уровне всего окружающего библиотека может выглядеть чем-то новым. И когда она становится этим новым, даже небольшая библиотека, насыщенная и технологиями, и пространством, и, разумеется, книжными фондами, и персоналом, она становится чем-то новым, да, она привносит в жизнь людей новое содержание. И самое главное, это, ну вот если мы, поскольку много работаем с модельными библиотеками, это убедить людей в том, что все возможно, все это как бы нормально. И когда говорят вопрос денег, вопрос в первую очередь не денег всегда, а вопрос идей. Пока у вас нет идей, нет понимания того, как вы хотите это дело реализовать, ничего не будет. Потому что я неоднократно слышал от поставщиков хорошего оборудования отзывы о том, что люди не знают, что купить на вот эти модельные деньги. Они начинают покупать какие-то там умные холодильники, пылесосы, которые им не нужны, просто потому что они не понимают, чем наполнить, какими технологиями наполнить эту свою жизнь. Вот несколько лет назад мы выпустили книгу, я был ее соавтором, «Эффективная библиотека. Как устроить библиотеку, сделать ее нужной людям». Уже, к счастью, тираж распродан, поэтому я не рекламирую ее абсолютно. То есть основной смысл. Вот мы в этой библиотеке разложили жизнь библиотеки на вот такие вот составляющие. Часть из них, в принципе, подходит для большинства организаций, но это все-таки книга, естественно, посвящена библиотекам. И если вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это там технологии, ресурсы, услуги, но на самом деле вот цифровая среда проникает во все эти вопросы. И если мы говорим вот так вот определениями, я вот не лектор, поэтому у меня нет такого список, по пункту пробежали. Но в принципе цифровая среда, она включает в себя 3-4 вопроса. Это первое, это оборудование, конкретные коробки, да, куда-то подключенные. Второе, это программное обеспечение, с помощью которых эти коробки работают. И это очень важно, потому что люди часто спрашивают, например, там, вот мы будем сегодня говорить про RFID, сколько стоит, а очень сложно понять, сколько стоит. Потому что сама по себе коробка может стоить мало, но вопрос интеграции этой коробки в вашу реальную среду может стоить очень дорого, даже дороже, чем те самые коробки. Потому что в мире, я кому-то, возможно, огорчу, детей здесь нет ни Деда Мороза, ни особого волшебства. Ну кто-то, вот я извиняюсь. Поэтому просто от того, что вам что-то привезли, ничего не заработает. Поэтому программное обеспечение, которое заставляет все это крутиться, одинаково важно. Следующая составляющая, там, ну, это, скажем так, электронные ресурсы, да, которыми библиотека так или иначе должна управлять. И четвертое, самое главное, это персонал, который должен со всем этим взаимодействовать. И это составляющая именно цифровой среды, потому что, опять же, вот, в ситуации с модельными библиотеками, и это было еще 20 лет назад, мы встречались с тем, что людям фактически, как они это воспринимали, навязывали и технологии, которые не сами по себе технологии, это новый как бы подход к жизнедеятельности. И они были просто мало то, что не знали, они были даже не согласны с тем, что им надо это использовать. Поэтому это вот такие вот 4 вещи, с которыми необходимо работать. Итак, давайте начнем, как говорится, от печки. А печка у нас по-прежнему еще на десятилетия вперед уж точно останется. Сам себя выключил. Это вопрос обеспечения читателей реальными печатными книгами. Но почему я вот тут упомянул десятилетия? Ну, потому что я, наверное, объективен. И вот если вы сейчас посмотрите на цены на книги в электронной форме, да, там, в том же самом Литресе, вы увидите, что цена книги в электронном виде, она приближается к цене книги в печатном виде. Если раньше это было там драматическая разница, в 5 раз, в 10 раз, и это было понятно, почему такая разница была, потому что несравнимы расходы на то, чтобы напечатать книгу, да, там, развести ее по складам, потом развести ее по магазинам, оплачивать труд продавцов. То есть понятно, где расходы. И при этом еще книжные магазины умудрялись 2 конца закладывать при продаже книги.
А тут стоимость электронной книги, я не считаю, честно скажу, ее суперсправедливой. Но тем не менее, просто по эффективности для издательств будет идти в эту сторону. И люди будут чем дальше, тем больше, там дети малые, так или иначе. Это не зависит от того, что вот мы хотим, чтобы они работали с печатными книгами. Я очень люблю печатную книгу, но порядка 20 лет я печатные книги не читаю. По одной причине, мне неудобно. Мне неудобно не то, что вот страницы перелистывать, а мне неудобен способ получения этой литературы. И для меня такой показательный был, знаете, случай, когда я в 2006 году ехал из Петрозаводска в поезде, и у меня попался очень говорливый сосед, и он мне рассказывал очень долго про какую-то книгу. И он рассказывал, я думаю, ну ладно, что с тобой надо будет приехать, там, посмотреть, где ее взять, скачать. А потом думаю, а почему я еду в поезде, почему я не могу, собственно, прямо в поезде эту книгу получить? И это сейчас, да, вот мы смартфон достали и так далее. А тогда это у меня был отдельно телефон, отдельно КПК, я как-то там их по Bluetooth соединил и выкачал это дело себе на КПК. И стал тут же прямо читать. Это совершенно другое отношение к ресурсу. И так или иначе это будет происходить. Плохо это, грустно, не грустно, но так или иначе эти изменения происходят. Книги, безусловно, останутся. Безусловно, останутся, ну, печатные, я имею в виду книги, национальные библиотеки 100% останутся. По одной простой причине нужно хранить. Да? То есть уже книга превращается из информационного объекта, она немножечко в исторический. Сколько вот в перспективе времени это продлится, я не берусь, я не футуролог, но это так или иначе будет происходить просто потому, что это экономика. Но грустить в этой ситуации не надо, потому что у библиотеки может быть спокойно новое содержание, и о нем в том числе мы будем сегодня говорить. Но возвращаемся к автоматизации процессов, как я тут назвал, системы книговыдачи. Ядром нашей системы книговыдачи современной, безусловно, является автоматизированная библиотечная информационная система. Возможно, кто-то из вас, кто-то из, ну не знаю, насколько здесь, от руководителей ЦБС, руководителей отделов автоматизации ЦБС присутствует. Недавно Министерство культуры запустило опрос, который мы курируем по насыщенности библиотек страны автоматизированными библиотечными информационными системами. И каково же было мое удивление, а я как бы вот выступаю связующим звеном в этом вопросе, когда мне поступают вопросы от библиотек, что у нас есть ИРБИС, а автоматизированной библиотечной информационной системы у нас нет. Ну вот такого уровня, да, там, или что такое автоматизированная библиотечная информационная система. То есть не понимают, что это такое, ну, вообще странно, конечно, для меня от библиотекаря слышать, объясните, что такое, потому что, ну, как бы, ну, это неприлично в современной жизни, да, то есть вот вопросы задавать, то есть ты, ну, зайди, посмотри, прочитай и задавай то, чего ты не можешь, задавай вопрос о том, что ты не можешь найти, иначе это какой-то бессмысленный процесс. Итак, в современной жизни, вот мы с вами, сотрудники библиотеки, мы должны понимать, что не стоит знака равенства между автоматизированной библиотечной информационной системой и электронным каталогом. Электронный каталог – это то, с чем соприкасаются наши читатели. Причем лучше бы не соприкасались, я чуть дальше об этом поговорю. Но на самом деле это, как на крупном заводе, это система управления производством, вот в библиотеке это АБИС. Да, это система, которая теоретически должна пронизывать всю ее жизнь, должна пронизывать вопросы комплектования, обработки, учета читателей, учета книг. То есть книги, которые мы заводим, это учет фактически. Да? То есть есть там бухгалтерский учет. Тут мы учитываем книги, просто описываем их определенным образом. Но плюс процессы книговыдачи. То есть фактически такая всеобъемлющая система, которая в том числе внутри себя содержит базу данных, с которой в идеале иметь возможность работать и другим системам. И вот когда я говорил о интеграции, вот задача интегратора, чтобы вы правильно понимали, что делают эти волшебные люди-интеграторы. Задача интегратора как раз взять коробку, которая что-то может, вашу АБИС, которая что-то может, и связать их между собой. Потому что из коробки они сами вот не особо хотят разговаривать. Сейчас они хотят разговаривать лучше. 15 лет назад они вообще думали, что они с другой планеты. Да? Как это, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот примерно так, они даже еще хуже. Они друг с другом хотели общаться. Итак, какие шаги нам необходимо пройти при реализации вопросов книговыдачи? В принципе, вот я сегодня упоминал уже книжные магазины. Наша глобальная задача достичь того, чтобы человек, придя в библиотеку, мог книгу получить быстрее, чем в книжном магазине.
И вот в ситуации, например, с нашей библиотекой это происходит, потому что рядом находящийся книжный магазин, там и искать неудобно, и как-то странно очередь организована, и на кассе долго работать, поэтому там книгу купить дольше, чем у нас эту книгу забрать. Почему так происходит? Ну, первое, с чем мы, разумеется, сталкиваемся, это вопросы удобного поиска. И вот здесь вот то, о чем я говорил, почему читатели не должны, скажем так, поменьше сталкиваться с непосредственно электронным каталогом, как он выглядит в нашей БИС. Мы, как сотрудники библиотек, привыкли к тому, как выглядят наши электронные каталоги. Но вот я могу честно сказать, когда я впервые увидел APAC Global, который стоит в нашей библиотеке, я сейчас не говорю про Ирбис. Про Ирбис ровно такое же у меня мнение, можете не сомневаться. Я подумал, что это делал не человек, либо человек, опять же, с другой планеты. Потому что это совершенно какая-то своя структура не хранения данных, это отдельный вопрос, а это структура интерфейса. То есть там ты условно ищешь, и у тебя кнопка «Запустить поиск» не снизу, а где-то сбоку находятся поля, какие-то лишние кнопки, какая-то мешанина. Вот для человека, который привык работать с Гуглом, для него это максимально неудобный интерфейс. Он просто с Гуглом, с Яндексом, там, с чем угодно. Я причем Яндекс больше-то люблю, но Гугл почему-то чаще под язык ложится. Поэтому наша задача сделать так, чтобы читателю было удобно. Но удобно не так, что он не найдет того, что надо. То есть он, чтобы чувствовал удобство, но нашел все, что необходимо. Поэтому первое, с чем мы должны работать, и это всегда, о чем я говорю, что цифровая среда, это не надстройка, это то, что пронизывает все. Первое – это организация фонда. Если фонд не будет организован в реальности понятным образом, вы не сможете с ним работать и в электронной форме, не сможете искать. Скажу на примере. Книга, банально, да, она, казалось бы, где находится книга в библиотеке? Ну, книга находится на полке, либо она находится у читателя. В реальной жизни, да, книга может быть в открытом доступе, книга может быть в книгохранилище в подвале, книга может быть на выставке, книга может быть в удаленном книгохранении, на переплете, на сканировании или может быть просто утеряна. Миллион статусов. И, к сожалению, вот у нас библиотекари, когда мы это внедряли, очень сильно обижались на это, необходимо все эти статусы ввести. Когда вы эти все статусы ведете, для вас фонд становится абсолютно прозрачным. А когда он для вас прозрачным, можно автоматизировать эти процессы и сделать его простым и понятным для вашего читателя. Сейчас я запущу небольшой ролик, чтобы показать, как работают киоски, поисковые киоски в нашей библиотеке. Причем, обратите внимание, эта фотография, относительно старая, на стеллажах нет цифр. Вот в ролике вы увидите цифры на стеллажах, и там будет сказано, для чего они существуют. Сейчас попробуем запуститься. Ух, как, там же был ролик. Вот он, я думаю. Да, а там можно что-нибудь типа play нажать? Грузится. Основное устройство, с помощью которого... Так. А что-то сюда... А картинка вообще не приходит, я смотрю. Основное устройство, с помощью которого наши читатели ищут книги в фондах, это информационный киоск. Информационный киоск построен по принципу максимальной простоты, максимальной лаконичности. Поэтому на первом экране присутствует единая поисковая строка. Мы просто в нее вбиваем то, что нас интересует, либо заглавие, либо автор, либо еще какие-то параметры. Например, давайте попробуем найти что-то из Бертольда Брехта. Мы видим список книг. Книги в ряде случаев снабжены обложками, когда они уже отсканированы. Если их еще нет, то они будут добавлены позже. Вот таким образом мы можем просматривать. И вот, например, выбираем «Доброго человека» из Сизуана. По этой книге, так же, как и по каждой другой книге, мы можем посмотреть более подробную информацию. И вот если нас эта книга заинтересовала, можем для поиска этой книги распечатать чек.
Чек содержит всю информацию, необходимую для того, чтобы легко и быстро найти книгу. Итак, на чеке присутствует информация о фонде, где эта книга находится, и непосредственно о стеллаже, где стоит книга. Итак, вот в фонде все стеллажи снабжены номерами, нанесенными большими цифрами непосредственно на стеллаже для облегчения поиска. Итак, нас интересует 10-й стеллаж, причем 10-й стеллаж слева. Вот мы подходим и ищем разделитель литературы Германии. Вот, собственно этот разделитель, и дальше мы уже по полке ищем нужную нам книгу. Вот, пожалуйста, «Добрый человек из Сюзуана». Вот эта книга, мы нашли ее легко, очень быстро и без какой бы то ни было помощи со стороны библиотекаря. То же самое может сделать и любой читатель, разумеется. Ну, вот так вот решена эта задача. И, как вы понимаете, здесь половину сложности, ну, даже не половину, 10% сложности — это сам поиск, причем поиск завязан именно на АБИС. Читатель видит, вот красиво, да, то есть все максимально просто, но работает он напрямую с АБИС, с его базой данных. Соответственно, человек не видит вот этого всего нагромождения, он получает все в простой и понятной форме. При этом надо понимать, что и саму АБИС в том числе можно изменить. Да? Но вот в нашей ситуации, когда это АБИС работает просто в браузере, без отдельного приложения, когда просто вот она, например, в таком виде. Вот АПАК в жизни, в обычной, он так не выглядит. Да? То есть это мы его изменили и по шрифтам добавили возможность просмотра обложек. Причем обложки — это же не просто элемент, это важный элемент, потому что просто наши обычные каталоги, они довольно безлики. И человек, который привык там условно покупать книжки в Озоне, для него работать вот с этим пустым черно-белым, скажем так, каталогом совершенно неудобно. И поэтому обложки — это в том числе и инструмент поиска, потому что вот меня спрашивал, помню, библиотекарь, когда мы сотрудник зала, что вот мы вводили эти самые обложки, которые причем библиотекари сами сканируют. То есть мы ниоткуда не заимствуем, это все сканируют сотрудники отделов обслуживания. И за несколько лет они весь фонд, там вот порядка 100 тысяч, они весь отсканировали, все добавили в базу. Что, как же так, вот человек к нам придет, и вот он скажет: я помню, там книга по математике зеленая, и вот он тут вот сможет найти. Вот для нее это было странно и почему-то неприятно. Ну, наверное, неприятно, потому что это как бы ее собственные знания принижало. Как так он без меня найдет, что она зеленая? На самом деле вот наша задача сделать поиск человека максимально простым. Если он единственное, что помнит, ты радуешься, что он пришел к тебе за книгой. Это вот твоя задача была его привести сюда, чтобы он эту, как бы работа, выдать ему эту книгу. Если ты можешь ему этот процесс сделать проще и понятнее для него, ну, слава богу. Итак, варианты изменения АБИС и варианты уже на сайте. Вот, например, у нас на сайте то же самое вариант, как с киоском, работа напрямую внутри системы работает с АБИС, но читатель с эту самую АБИС не видит. То же самое работа с единой поисковой строкой. Вот наша глобальная задача сделать, повторюсь, путь максимально простым, комфортным, как, условно говоря, в лучших быстрых закусочных мира. Но не чтобы он в итоге получил, да, гамбургер, а чтобы он просто получил определенную услугу за определенное время, определенном виде, да, определенного качества, чтобы он заранее, приходя в библиотеку, понимал, что он все это получит быстро и легко. Значит, следующие вопросы логистики, вопросы доставки из хранилищ. Я на самом деле не очень радуюсь, когда библиотеки бездумно просят построить себе новое здание. В современной жизни это несколько странный подход. Причем почему просят построить здание? Не потому, что мы, например, хотим себе честно новое здание. Почему мы его хотим? Потому что мы понимаем, что на наших 3500 квадратных метров мы не можем нормально оказывать те какие-то интересные услуги, открывать те новые возможности, которые мы могли бы предложить. Мы сейчас их оказываем хорошо, но могли бы оказывать еще лучше. Но когда говорят, что нам нужно новое здание на 40 000 квадратных метров, потому что нам некуда складывать книги, это несколько странный подход, потому что в современной жизни все решает доставка. Да, например, тот же, вот я сегодня, ну просто Озон почему-то к слову пришел, вот сейчас я шел мимо вас, видел Озона. В Москве он доставляет в течение 30 минут, часа любой товар, который помечен там экспресс, да, пометкой. Любой фонд, который у нас присутствует, опять же, к вопросу организации фонда, он не
равноценен по степени востребованности. Мы всегда понимаем, что новые книги будут более востребованы, чем книги там, условно 70-х годов. Поэтому мы понимаем, что количество раз, когда книгу старую спросят, оно довольно невелико. Поэтому эта книга вполне себе может находиться где-то за городом в специально построенном помещении, да, там, депозитарного хранения с соблюдением какого-то там температурного режима, чего угодно. И наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро под заказ человека там, в течение дня, на следующий день, может быть даже в течение часа эту книгу доставить. Как собирать эти заказы, как их доставлять. Это намного проще в любом случае, чем в центре города. А все же мы хотим, чтобы библиотека была в центре города. Вот новое здание, вот вынь да положь, новую откуда-то площадку, это надо что-то снести в городе, да, чтобы нам построить. Вот не очень часто это получается построить, поэтому вопросы логистики, они очень важны. Они важны в том числе в небольшой библиотеке. Можно подумать, что всем библиотекам нужны системы телелифта. Кто не знает, это телелифт, да, это там рельсы, проложенные под потолком библиотеки, едут вагончики, везут книги, тра-ля-ля, большая радость, приезжают на кафедру обслуживания. Вот эта система, она стоит безумно дорого. Мы у себя в библиотеке, ну вот я вот эту вот, знаете, картинку, она все время ее показываю, вот что я имею, вот почему доставка из хранилищ, и вот я вот молодого человека показываю. На самом деле я не молодого человека показываю, а показываю лифт, который у него находится за спиной. Именно потому, что он особо как-то не выделяется, он к себе особое внимание не притягивает. Вот этот лифт. Мы когда занимались вопросами системами телелифта, у нас была довольно простая задача из хранилища наверх поднимать книги. И нам нужно было буквально поднять. Мы сначала везде мы видели телелифт. Давайте узнаем, сколько у него это дело стоит. И вот два лифта, которые, на тот момент, это уж не помню, сколько, 10 лет назад было, два лифта таких от телелифта стоили порядка 10 миллионов рублей, по-моему. Что как бы совершенно не соответствовало тем задачам, которые они должны были решить. И это были просто, да, то есть две кабинки, которые туда-сюда бы ездили. А вот эти же лифты, два лифта обошлись на порядка 1 миллиона рублей. И это немецкие профессиональные лифты, которые просто предназначены были не для библиотек, а для гостиниц и для ресторанов. Они из нержавейки замечательно работают, в отличие от установленного перед этим лифта специалистами АЗЛК под заказ, из такой прям, знаете, вот из металла, которым можно было либо на танки пустить, либо к нам на лифтовую шахту. Вот просто лифт пришел готовый. Сейчас такие вещи уже и у нас, разумеется, делают. Он 10 лет служит без проблем и там с минимальным техническим обслуживанием. Это я к чему говорю? Не к тому, что смотрите, какой прекрасный лифт, а к тому, что в каждой ситуации необходимо выбирать те решения, которые будут вам максимально удобны. Какая перед нами фактически стоит задача? Сократить максимально расстояние. И это сокращение расстояния может быть не обязательно в том, чтобы поставить лифт, а в том, чтобы решить, куда поставить кафедру. Например, в стене сделать отверстие между хранением и кафедрой обслуживания, поставить их друг к другу, и просто книги быстрее будут у вас доставляться. То есть в каждой ситуации мы должны для себя решить, как этот процесс сделать наиболее простым и удобным. Либо отдельно волонтеров найти, которые будут эти книги доставлять, переносить. Итак, давайте поговорим немножко о системе RFID. Да, на экране вы видите, наверное, не знаю, откуда из Википедии это определение. Давайте поговорим о том, в чем вообще, собственно, состоит задача электронной книговыдачи. И опять же, никакой магии в ней не существует в этой книговыдаче. В чем состоит задача? Задача очень простая. Для того, чтобы выдать книгу человеку, нам нужно знать в электронной форме о том, что в базе есть книга с определенным идентификатором, инвентарный номер, назовем ее так. Опять же, мы у себя в системе используем инвентарные номера, так как они уникальны. Мы должны знать, что книга, которая на полке, вот она стоит, у нас в системе, у нее номер раз, два, три. И должны знать, читатель у нас существует, и у нее тоже есть определенный какой-то номер у нас внутри базы, уникальный, по которому мы точно можем найти этого читателя, номер 789. И вот вся задача электронной книговыдачи состоит в том, чтобы где-то в базе оставить пометку, что читатель 789 получил книгу 123 такого-то числа, выдано до такого-то числа. Вот упрощенно это все, что нужно, чтобы было для электронной книговыдачи. Поэтому не надо думать, что если у вас сейчас нет электронной книговыдачи, а вы хотели бы к ней перейти, и вы хотели бы сразу перейти, например, к RFID,
а у вас сейчас денег нет, ну, значит, никогда и не будет, значит, не будем этим ни в какой форме заниматься. Это в крайне неправильный подход. До того, как вы проведете работу по переводу, по ретроконверсии, да, то есть то, что называется, это когда весь печатный каталог у нас окажется в электронном. Ну, я не знаю, сколько у вас эти работы проведены, но в любом случае, если мы хотим, спасибо, если мы, вот я прям, да, вы видели, наверное, мой качок в сторону бутылочки. Пока мы все книги, которые мы хотим выдавать, не переведем в электронную форму, да, о них информацию, не опишем их, пока мы, читатели, не начнем вести в электронной форме, пока у нас будет впечатано, мы не можем переходить ни к RFID, ни к чему. Вот поэтому постепенно. У нас есть электронный каталог, мы понимаем, у нас есть читатели, мы их заводим, вот мы их видим. Следующая настройка модуля циркуляции. Я не знаю, как он в Ирбисе называется. Как в Ирбисе называется? Вот модуль книговыдачи. Так же и называют. Ну, замечательно. Значит, вот, ну, к сожалению, вот я, да, Ирбис видел только издалека, из-за спины, что называется. Вот. И дальше уже вот весь процесс перехода к RFID – это процесс облегчения этой задачи. Вот просто появляется у нас баркод, штрих-код, да, и на книге, и на читательском билете. Это же не магические символы, да? Это всего лишь что-то, что делает более простым для компьютера возможность считать те самые раз, два, три и 7, 8, 9. Ничего более. И вот RFID – это всего лишь система глобально, которая позволяет взять пачку книг и эти самые идентификаторы считать без необходимости конкретно по ним проходиться сканером. Считать читательский билет не баркод с него считать, а просто приложить его к соответствующему считывателю. Но задача глобально очень простая. Иметь записи о том и о другом, совмещать их и размещать у себя в базе. И вот RFID – это система, которая позволяет делать это наиболее просто. Давайте сейчас попробуем пробежаться по тому, какие элементы. Я вот уже говорил о том, что да, вот как читатель может сам найти. Разумеется, задача библиотекаря ни в коем случае не уменьшается, а даже увеличивается в этой среде. Часто библиотекари спрашивают, а как же, что же вот нам делать в этой ситуации, вот со всей этой электроникой, да, то есть у нас какая работа остается? На что следует закономерный ответ. А неужели вас 4, 5, 6 лет в институтах, в библиотечных техникумах учили тому, как заполнять библиотечные формуляры? Наверное, чему-то еще учили, правильно? Все эти годы. Так вот, задача глобально библиотекаря в этой новой среде состоит в том, что это банальные слова, но надо их произнести. Необходимость выступать реальным консультантом для людей, помощником, и не только в поиске по фондам, да, подборке литературы, но в том числе и психологическим помощником. Никто эту необходимость с библиотекаря не снимает. Я неоднократно бывал за кафедрами, да, но по каким-то причинам я там оказывался. Я не завидую тем, кто работает в отделах обслуживания. Это абсолютно очень тяжелый труд, потому что люди приходят очень своеобразные. И вот умение выяснить, что же человеку нужно, где он, какую ошибку он допустил там, в написании там, названия, либо фамилии и так далее, вы все знаете. Вот эти все машины освобождают время именно для этой работы. Они отбирают у вас работу, вот, непосредственно, да, вашу собственную работу. Это высвобождение времени, то бишь повышение эффективности вашего труда. Итак, станция библиотекаря, вот она так масштабно называется, но это на самом деле рабочее место библиотекаря, состоит оно из определенных частей. Ну, во-первых, RFID-метки – это не составляющая рабочего места, да, это то, что вклеивается в книги. Вот это упрощенно. Видите, да, то есть это бумажка, на которую наклеена антенна, есть чип, и при поднесении к антенне, скажем так, вокруг книжки, да, вокруг этой метки появляется поле, которое сигнализирует о том, что это за книжка. Вот это вот самое 123, оно начинает, так, вот, говорить, я 123. И задача антенны услышать вот это вот 123 и, собственно, считать. Ну, это как бы принцип вот любых вот этих вот бесконтактных вещей. Следующее – это антенна с RFID-считывателем, которая и в станции самообслуживания присутствует, и на столе библиотекаря. Вот то, что позволяет нам, собственно, возбудить эти RFID-метки и считать их пачку, и либо, ну, и в том числе в некоторых ситуациях считать и читательский билет.
Следующее – это считыватель MyFairCard. Что такое считыватель MyFairCard? У нас стоят эти считыватели для считывания читательских билетов. Чисто теоретически система RFID сделана так, что вот на этой самой антенне, которую я показал перед этим, вы можете считать и читательский билет, и книги. Но не все вот эти антенны настроены на то, чтобы считывать карточки пластиковые во всех форматах. Потому что обычные метки и карточки, с которыми мы встречаемся в жизни, они, ну для вас это не видно, они на самом деле существуют, это разные форматы меток, разные форматы чипов в них встроенных. И поэтому обычные антенны, карточки, например, ну вот пластиковые карты банков, да, которые вот вы знаете, бесконтактные, вот такие вот считыватели, они считывают и такие карты, они считывают, например, социальные карты. Вот в Москве есть социальная карта москвича. И поэтому нам приходится иметь и антенну для считывания, этих самых книг, и вот такие отдельные считыватели, которые мы используем и для читательских билетов, и у наших сотрудников нет отдельно читательских билетов, у них есть пропуска, которые в том числе являются их читательским билетом, их же они используют в системах контроля доступа, да, для пропуска в какие-то помещения. Также, повторюсь, в Москве, например, есть так называемая социальная карта горожанина, которая там кучу разных задач решает, в том числе, например, задачу проезда в метро. Если человек приходит к нам с социальной картой, мы не выпускаем ему читательский билет, а просто используем его социальную карту в качестве такового. То есть просто прописываем эту социальную карту в своей системе. Именно благодаря тому, что у нас есть специальные считыватели, которые это дело считывают. В любом случае остается необходимость в баркод-сканерах. Значит, RFID-считыватель, он чуть более, скажем так, ранимое устройство и в каких-то ситуациях может отказывать. Но баркод-сканер, вот он такой вот зубодробитель, он всегда у вас все считает. Но и во-вторых, баркод-сканер нужен для того, чтобы работать с читательскими билетами в телефонах. Чуть позже я это дело покажу. И также он нужен при программировании меток. Всю работу потому, чтобы... Вот вы же понимаете, мы из коробки, когда достаем метку, вот эту, да, она еще не знает о том, в какую книгу ей предстоит быть вклеенной. Ее необходимо запрограммировать. И вот баркод-сканеры обязательно нужны для того, чтобы эту самую метку запрограммировать. Когда вы весь фонд программируете, нужны обязательно баркод-сканер. Причем, обратите внимание, сейчас, если кто-то будет покупать, обязательно баркод-сканеры необходимо покупать не однополосный, такая вот, если вы обращали внимание, одна такая полосочка, да, такая лазерная, потому что сейчас в большинстве случаев вам будет необходимо считывать в том числе с экранов. Для считывания с экранов нужны так называемые 2D-сканеры, имидж-сканеры, ну вот он в частности на картинке, которые считывать позволяют, ну там вот те же самые преснопамятные QR-коды. Ну вот, он, кстати, вот он, собственно, на экране. Да? Обычные сканеры однополосные такое сделать не позволят. Кучу разной работы связано по-прежнему у нас с бумажными разными формами, которые необходимо выпускать. Поэтому, разумеется, в составе вот этой вот станции библиотекаря, рабочего места библиотекаря, должен быть в том числе специализированный чековый принтер, потому что не на обычном же принтере вы А4 будете вот каждый раз человеку распечатывать информацию о том, какую книгу он взял. Ну, если мы говорим о баркодах, можно их вклеивать в книги, можно не вклеивать, но, на наш взгляд, это обязательный элемент. Во-первых, у нас книга просто при обработке в отделе обработки, инвентарный номер на нее вклеивается вместе с баркодом. Да? То есть другого способа нанести инвентарь, его как бы и нет, поэтому это в любом случае необходимо делать. Следующее, таким образом удобнее программировать ту самую метку, потому что из отдела обработки поступают в отделы обслуживания эти книги, и уже отделы обслуживания сами программируют вот эти самые метки. Никто им не помогает, никто специально не приходит, сами отделы всем этим занимаются. С баркодами делать это намного проще. Себестоимость баркода, она на фоне книги, ну там не знаю сколько, рубль-полтора, наверное. Ну может дороже сейчас, я, честно говоря, давно не помню. Но это как бы какие-то незаметные деньги на фоне той же самой RFID-метки. То есть это просто удобный инструмент, с которым так или иначе необходимо работать. Вот сейчас мы поговорили о том, как
эта система работает. Да? То есть вот сотрудник, ну я не знаю, кто из вас, уже, наверное, все вообще работали, видели, вот у вас в холле стоит станция самообслуживания, и мы сейчас поговорили о том, что на самом деле, опять же, магии не существует. Любая станция самообслуживания состоит из вполне понятных элементов. Это компьютер с сенсорным экраном, это антенна, подключенная к этому компьютеру, это принтер. Просто все это заключено в красивом корпусе и работает в идеале с хорошим ПО, который позволяет читателю, незнакомому со всем процессом, спокойно со всем этим справляться, особо сильно себе не забивая голову. Сейчас, я вот надеюсь, сейчас запустится у меня ролик, вот просто кратенько, тот ролик, который мы нашим читателям показываем. Для того, чтобы взять книги домой, вам понадобятся сами издания и читательский билет. Положите книги в центр стола, а билет справа на отметку. Станция сама распознает все издания, которые вы хотите взять, и запишет их за вами. После этого вам останется только распечатать памятку со списками книг на руках и сроками их возврата. Для завершения нажмите кнопку «Выход». Для того, чтобы вернуть книги, вам понадобятся только сами издания. Положите их в центр стола. Станция сама распознает все издания, которые вы хотите вернуть. Для возврата изданий нажмите кнопку «Вернуть» внизу экрана. После этого положите, пожалуйста, все книги на столик рядом со станцией. Для продления книг нужен только ваш читательский билет. Приложите его к метке на поверхности стола станции. Станция выведет список всех взятых вами книг. Для продления нажмите кнопку «Продлить» напротив названия издания и нажмите кнопку «Выход». Процесс максимально простой, понятный для читателей. То есть, опять же, задача состоит в том, что то, с чем работают читатели, должно быть максимально простым, без необходимости вот смотреть такие инструкции. То есть это для интересующихся больше, может быть, для того, чтобы вот в том числе показывать какие-то примеры. Тем не менее, мы в любом случае распечатываем те или иные документы в печатной форме. И, конечно, все эти документы, если мы их передаем читателю, они должны быть написаны языком, понятным для обычного человека. Да? То есть в нем должны быть определенные зоны. То есть вот, например, то, что касается чека из... Вот, мне тут недавно попеняли, что я использую слово «чек». Ну вот так пришлось у меня, к слову. Вот это, например, распечатка из каталога. Да? То есть, соответственно, вы видите, что название зала, где конкретно находится книга, и опять же, недоступно, сразу пишется, что недоступно. Если она 18+, то обратитесь в библиотеку, вся информация должна быть в простой, понятной форме распечатана на чеке. Почему я это говорю? Потому что часто встречаю, что просто установлена АБИС, в ней записаны какие-то формы печатные, и не изменяя эти формы, начинают их, какой-то шаблон есть в системе, и вы начинаете его выдавать, даже не задумываясь о том, что у вас половина информации абсолютно не нужна на вот вашем печатном вашем листочке. Да? Обязательным элементом РФИДа, вот то, что отличает его, скажем так, от просто считывания баркода, это то, что метка может не только нести информацию о том, что это за книга, да, там, она, кроме этого, в метке может быть записана информация о том, что книга вообще не выдается, потому что у нас, например, фонды, у нас нет разделения на абонемент и читальный зал. У нас фонды по направлениям, да, например, зал художественной литературы, и там прямо на полках находятся книги, которые можно брать домой, и там 5% книг, которые нельзя брать домой. Но система, естественно, не работает так, что вот человек не знает о том, что он может взять или не взять домой. Во-первых, там на каждой книге есть красные кружочки на тех книгах, которые он не может взять. Но кроме этого система настроена таким образом, что если он, например, на станцию самообслуживания положит книгу, которая только в режиме читального зала, он ее просто не сможет взять, там будет написано, что книга только в режиме читального зала. Так вот, в метке еще есть так называемый бит безопасности, который позволяет обеспечить противокражную функцию. Да? То есть мы книгу за собой закрепили, в этот момент перещелкнулся этот выключатель внутри метки, который говорит о том, что книгу можно выносить за пределы библиотеки. Соответственно, обязательным элементом являются противокражные ворота, при проносе через которые раздастся писк, звук, световая сигнализация, что угодно, которая вот, из
произвести. Разумеется, современные RFID-ворота, они не только пищат, они еще в состоянии понять, а что пищало, поэтому в идеале эти ворота должны там какому-то контролеру, если в этом есть необходимость, вот у нас реально необходимости в этом так и не появилось за все эти годы, сообщать о том, что же именно, какую же ценность пытались из библиотеки вынести. Итак, вот основные элементы, да, которые, это метки, это рабочее место библиотекаря и там станция самообслуживания и вот противокражный ворот. И есть элементы, которые делают библиотеку действительно работающей, скажем так, 24 часа. Они, как знаете, вот, когда появились сайты, библиотеки сказали, вот мы теперь работаем 24 часа. На самом деле это не так. Если мы говорим о реальной библиотеке, реальном каком-то помещении, вот 24 часа работающие делают вот такие вот два элемента. Первое – это круглосуточная станция книговозврата, которая позволяет, не заходя в библиотеку, вернуть книги. Да? То есть человек ну, просто шел по каким-то своим делам, у него нет времени не раздеваться, не проходить, он хочет просто вернуть книгу, он может это сделать, не заходя в библиотеку. Вот в Америке, знаете, такие вещи даже встречал, там люди, конечно, немножко с этим перебарщивают, но у них есть возможность сдать книгу, не выходя из машины. То есть вот как вот в Макдональдсе вот говорят просто, да, то есть там вот такой, что поезжаешь из машины и в ящик забрасываешь просто уже эти книги. Опять же, вот все вещи двойного назначения. Станция книговозврата выполняет не только функцию возврата литературы, ну просто, да, ну, удобный способ возврата. Еще важная психологическая функция. Ты книгу надолго задержал, и тебе очень часто людям, уж тем более молодым людям, бывает просто тупо стыдно прийти к библиотекарю, и что он начнет что-нибудь выговаривать, они думают, что-нибудь там какие-то неприятные, зачем мне это стоять, краснеть перед ним. И вот такие вот такого рода станции, просто ты пришел, получил там свои какие-то штрафные санкции, но ты ни с кем не разговаривал, спокойно сдал и забыл об этом. Да, ну, какое-то время не сможешь брать, предположим, книжки. Вот такой важный момент. Первое – это круглосуточная станция, и второе – это автоматическая бронеполка выдача, постамат мы ее называем, так до сих пор русского какого-то слова. Вот в английском языке, конечно, проще все эти вещи звучат. Значит, что это за бронеполка? Возможно, вы уже встречались с постаматами заказ для того, чтобы забрать заказы из интернет-магазинов. Вот ровно то же самое. Да? Человек заказывает книгу через интернет, приходит заказ, его обрабатывают, закладывают вот в эту вот на эту бронеполку. Человек приходит 24 часа в сутки, она находится в отсеке, который открывается, в том числе и ночью, подносит свой читательский билет и забирает книги. Разумеется, вся необходимая работа с книгами в этой системе производится. Да? То есть и они там и считываются, и добавляются в базу, и снимаются метки безопасности и так далее, и так далее. То есть это просто более простая система, опять же, прозрачная для человека. Итак, вот функция библиотеки по выдаче и возврату книг, вот она вполне себе может работать 24 часа в сутки. Дальше то, что связано с RFID, это уже какие-то отдельные вещи, мягко говоря, не обязательные для библиотеки, в том числе там какой-то мобильный инвентаризатор, который, казалось бы, да, вот проводит и говорят, вот у нас весь фонд проинвентаризирован. Не работает это так. Стопроцентного считывания все эти вещи не дают, тем более какая-то метка у вас может отсутствовать на книге. То есть это удобный такой для прикола, скорее, устройство, которое стоит очень дорого. То есть дорогой такой прикол. Умные полки. Что такое умные полки? Это возможность сдать книги быстро. У нас, вот я говорю, зачем, вот, например, в нашей библиотеке такое не нужно. Мне говорили, например, в университетских библиотеках удобная штука, когда студенты сидят в библиотеке, у них начинается пара, они выходят из читального зала, кладут на полку взятые ими книги, автоматически с них книги эти списываются, вот на экране отображаются. Да, то есть это та же станция самообслуживания, но вот для большого количества книг с большим количеством антенн. Опять же, никакой магии, просто вот эти вот разделители, это и есть антенны, которые подключены к компьютеру. Все концептуально достаточно просто. То, что касается читательских билетов, на мой взгляд, проще их заказывать, а не печатать на месте, потому что они по качеству будут намного выше, чем вы их будете печатать. Единственное преимущество печати у себя, то, что вы можете на билет нанести фамилию, имя, отчество человека. Никакого другого преимущества нет. Напечатанный билет на фабрике, он будет и дешевле, и лучше по качеству, и дольше сохранится. Ну вот социальная карта, да, та, о которой я говорил. Ну она сейчас, кстати, уже не так выглядит, но тем не менее она есть в Москве и у многодетных отцов, у меня есть такая карта, у учащихся, у студентов, у пенсионеров, очень много людей, и мы вот этим всем людям не выпускаем отдельные билеты.
Давайте быстро вот сейчас прям побежим по, значит, работе с электронными ресурсами. У большинства библиотек нет своих электронных ресурсов. И вот в вашем случае, да, то есть, ну вот в случае муниципальных библиотек, в большинстве случаев это будет работа с чужими электронными ресурсами. Надо понимать, что задача библиотеки состоит не в том, чтобы любыми способами человека притащить за шкирку в библиотеку. Да, поэтому надо просто понимать, что это две разные аудитории. Те люди, которые работают с реальными печатными книгами, и те люди, которые заинтересованы именно в электронных ресурсах. И если человек заинтересован в электронных ресурсах, это просто разные какие-то по психологии, возможно, группы людей. Где-то они как бы совмещаются, где-то не совмещаются. С электронными ресурсами необходимо работать как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. И вот эту работу необходимо сделать максимально комфортной. Не надо пытаться вот как бы за счет электронного ресурса, какого-то вот ценного в кулачке его зажать, сказать, что работает только в стенах библиотеки. Это приведет просто к тому, что человек попытается найти этот электронный ресурс в каком-то другом месте. То есть человека сейчас за шкирку практически не приведешь. Это там вот НЭП, да, а раньше там библиотека диссертации Ленинки, ну вот они так устроены, потому что авторское право, вот такие ограничения невозможно дать доступа из дома. Ну, пока невозможно, но почему-то во время пандемии вдруг стало возможно. Авторское право у нас не менялось, но почему-то они этот доступ дали. Вот я не знаю, какое-то такое волшебство. Да? Ну вот как бы это произошло. Тем не менее, и в стенах библиотеки мы должны предоставить возможность и на машинах, на наших машинах, доступ к которым есть у читателей, мы должны предоставлять доступ к любым электронным ресурсам, на которые подписана библиотека, а также мы должны предоставлять доступ к этим ресурсам с личных устройств читателей. По какой причине мы можем это сделать? Потому что в большинстве случаев все современные системы подписные базы данных, они работают по IP. Ну, в каком смысле? Они авторизуют библиотеку по IP-адресу этой библиотеки, да, по тому адресу, с которым она регистрируется в сети, если кто не знает, что такое IP-адрес. И он у вас, если этот адрес, разумеется, зафиксирован. Поэтому нам нужно подписаться на какую-то базу данных. Мы им сообщаем, что мы выходим вот с этого адреса. Да, и они автоматически открывают нам доступ к своей базе. И читатель, который пришел к нам со своим устройством, со своим ноутбуком, подключается к нашему Wi-Fi, для поставщика электронного ресурса становится такой же частью библиотеки, как и любой другой компьютер. И мы на его машину даем доступ ко всем этим ресурсам. Библиотечный Wi-Fi, да, то есть это очевидная вещь, это то, что поэтому обязательно необходимо иметь уже в каком-то таком. То есть это как бы воду надо иметь в туалете, да, и туалетную бумагу, ну и Wi-Fi надо иметь, то есть это то, что уже сейчас даже неприлично о чем говорить. И тем не менее, доступ также должен быть в идеале и из дома. Есть для этого разнообразные технические средства, сейчас не буду говорить, чтобы человек заходил, например, у нас это сделано так, что он заходит в личный кабинет, просто кликает на иконку базы и открывается ему эта база. Как он, это делается через прокси-сервер, хорошо, но человека это не волнует. Человека вообще наши сложности в большинстве случаев не волнуют. Его волнует, когда у него 10 баз, и ему нужно 10 логин-паролей, вы ему даете, он еще как-то их должен получить. Вот это все им непонятно, зачем все это им нужно. То есть для них должно быть максимально просто. Зашел в личный кабинет, кликнул на иконку, открылась та база, с которой он может в дальнейшем работать. Какие еще варианты есть работы с электронными фондами непосредственно в стенах библиотеки? Да? То есть это какие-то могут быть уже отдельные устройства, сенсорные экраны, планшеты, на которых, например, доступ к редким книгам. Какая-то витрина вашего реального магазина, и вы можете там не все иметь на полках, а предоставлять какую-то дополнительную информацию о тех товарах, которые вы продаете. Вариант путеводителя по музею. Вот у нас, в частности, музей электронной книги, к нему был этот путеводитель в виде электронной книги, мультимедиа книги со звуком, с видео и так далее. Да, то есть проигрыватель оцифрованного контента. Варианты множественны, насколько у вас будет фантазия. Ну и вот сегодня завершу наш разговор использованием мобильных устройств. В большинстве случаев к нам приходят сейчас люди, для которых мобильные устройства являются не просто чем-то, это является частью их жизни, от которой они, к сожалению, я это осознаю, от которой они не могут оторваться. Да? То есть я своих детей уже не знаю, как я там ограничиваю, это учет времени и так далее, они снова прорываются, как-то они это делают, я не знаю, но терплю. Поэтому для них их мобильные устройства – это то, с чем они живут больше, чем с книгой. Это реальность.
какая-то, в которой мы существуем. Причем живут они, что для меня удивительно, они живут с телефонами, а даже не с планшетами или там с компьютерами. Поэтому это совершенно другой экран, совершенно другие возможности для взаимодействия. Поэтому нам необходимо взаимодействовать с ними именно в этой форме. И из таких проектов, которые мы реализовали с точки зрения мобильных устройств, это, например, реальный электронный читательский билет. Вот то, что мы называем реальным электронным билетом. Когда человек скачивает себе билет на телефон, он может не носить пластик, он этот читательский билет, видите, да, ну фактически вот у него на лицевой стороне присутствует фамилия, имя, там срок действия и тот самый баркод, о котором я говорил, что его необходимо считывать специальным сканером. Это дело может быть считано на любой кафедре, на любой станции самообслуживания, книговозврате и так далее, и так далее. То есть нет необходимости в реальном пластике. Пластик получают пока все. Это дополнительная опция, которую он может себе использовать. Но интересным в этом билете является не лицевая его сторона. Вот что-то картинка у меня какая-то пожатая, да, вставилась. При нажатии кнопки «И» на оборотной стороне этого билета выводится информация о всех взятым человеком книгах. О всех взятых человеком книгах. Надо, о всех взятых человеком книгам. И плюс ежедневно ему сбрасывается в этот билет в автоматическом режиме информация о всех мероприятиях, которые в этот день проходят в библиотеке. Ему ничего не надо делать, ему не надо ставить никакое приложение, заходить на сайт, в соцсети. Вот все у него находится в этом билете, который у него лежит как бы в кармане и не тянет, что называется. Разумеется, разнообразные варианты взаимоотношений в электронной форме, там в варианте электронной почты, в варианте рассылок информации о том, что вот-вот через 2 дня ты должен будешь вернуть книгу, или там, например, уже наступил срок, будь добр ее вернуть. Вот эти вещи, конечно, желательно действительно автоматизировать. Это не сотрудники отдела обслуживания должны вот сидеть, перепроверять эту базу, выводить, а это автоматически, вот у нас, в частности, робот в 9 часов утра пробегает по всей базе, смотрит, какие должники, и рассылает эти предупреждения. Причем рассылает их, обратите внимание, в максимально таком человеческой форме, что там, ну вот, у вас такая задолженность, пожалуйста, верните книгу. То есть нет такого, что мы тебя убьем, собаку, как ты, земля еще носит, что ты не возвращаешь. Нет, просто как бы, ну вот, там, забыл. А часто они, причем, опять же, пишут. Вот. И опять же, к вопросу о станции книговозврата, напоминаем, что вы всегда можете вернуть книгу анонимно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, воспользовавшись станцией книговозврата. То есть мы намекаем, что, дорогой, ничего страшного не произойдет. Ты, главное, приди, верни книгу, и у нас все будет чин-чинарем, чисто друг перед другом, у нас не будет никакой ответственности. При этом могут быть еще массовые рассылки, не персонализированные, да, но они должны быть редкие, человек должен на них согласиться, это обязательно в современной жизни. Если вы хотите массовую делать рассылку, вы должны получить от человека подтверждение, что он это письмо хочет от вас получить. И там уже, конечно, это может быть какой-то красивый шаблон с фотографиями и так далее, там о каких-то ваших новых мероприятиях, но не чаще, ну в идеале 1 раза в 2 недели. То есть это вот людей не надо забрасывать, потому что они отпишутся. А отписаться возможность у них 100% должна быть. Вот от этого фиг отпишешься, потому что это его обязательство передо мной, как, вот, то есть он договор со мной заключил, взял мою собственность, не возвращает. Вот я имею право ему писать уведомления. А от массовых рассылок обязательно должна быть возможность отписаться. Следующее, использование, что ж ты так пожалуй у меня, использование мессенджеров. Мессенджеры, понятное дело, могут быть любые. Да, вы их можете использовать для консультирования, для чего угодно, WhatsApp, Telegram, Viber, там, ну, Facebook Messenger это точно не надо, потому что это очень сильно заостряет на конкретной все-таки соцсети, ну, на мой вкус, взгляд, а в Штатах, например, там у 90% людей это дело есть. Но помимо того, что есть очевидные варианты взаимодействия с читателем с помощью мессенджеров, есть варианты создания своих собственных телеграм-ботов. Что такое телеграм-бот? Давайте посмотрим небольшой ролик. Это, ну вот давайте, будет, я думаю, все понятно.
прямо что ж я вот не включил бабайку, да, не выходя из Телеграма, человек может спокойно пользоваться всеми услугами. То есть наша задача принести наши услуги, условно, к столу человеку, да, сделать максимально короткий путь. Повторюсь, и электронный читательский билет у него сразу оказывается в телефоне без приложения отдельного, и вот такой вот Telegram-бот. Но то, что касается QR-кодов, понятно, что их можно использовать. Если вы что-то хотите сейчас оплачивать, обязательно необходимо предусмотреть возможность и, понятное дело, кредитными, ну, как дебетовыми картами пластиковыми, но обязательно, естественно, система должна быть оплата с телефона, но сейчас вы не найдете терминалы, банк, который вам этого дела не предложит. Ну и заключая вот разговор о мобильных устройствах, это варианты работы с виртуальной реальностью, варианты работы с дополненной реальностью. Виртуальная реальность — это VR, и это вопрос больной, потому что виртуальная реальность — это не просто очки. Вот вы, если покупаете очки виртуальной реальности, вот что вы с ними будете делать? Это не так просто. Ну вот вы на них запустите игрушку, ну хорошо, а что здесь библиотечного? Вот для нас это был такой вопрос довольно сложный, мы их долго не приобретали, потому что вот придумать содержание. Поэтому несколько направлений мы нашли, например, виртуальные экскурсии по городам, когда экскурсовод надевает виртуальные очки, идет, предположим, по Яндекс.Панорамам, изображение с его VR-шлема выводится проектором или на телевизор, то есть он идет, например, в Москве лектор, идет по Питеру в виртуальности, да, и рассказывает о том, что он видит, вот что вокруг находится. Какие-то такие варианты. Варианты для лекций, когда лектор, опять же, надев шлем, рассказывает там о строении молекулы и показывает все это, вот вокруг себя ее крутит. Но опять же, все это отображается на экране. Почему я вот это говорю все время на экране? Мы не дом культуры, да? У нас нет задачи глобально иметь кружок. У нас нет задачи, например, вот есть вопрос был у нас курса робототехники. Вот перед нами, как перед библиотекой, не стоит задача 10 человек позвать, дать им 10 наборов юного техника, чтобы 10 человек собирали робота. Перед нашими задача в этой ситуации состоит в том, чтобы донести до как можно большего количества людей информацию о том, что существует робототехника. Вот так-то работает, такие принципы у нее есть. Поэтому, когда у нас были вот эти вот самые мероприятия, связанные с робототехникой, у нас было 3 набора для сборки роботов Arduino, но лекция была в целом о робототехнике, о ее принципах, а желающие могли что-то пособирать. То есть, если у вас есть сотрудник, если у вас есть отдельные помещения, вы можете вот эти какие-то кружки организовывать. Но глобально перед библиотекой стоят другие задачи, отличающие ее от Дома культуры. Поэтому VR, да, вы можете показать, что такая технология существует, но вы можете ее использовать для того, чтобы более интересные какие-то мероприятия сделать, да, донести информацию более интересным способом. Не конкретному одному-двум людям показать, хотя это тоже приятно, а как-то стараться сделать более эффективно. Значит, AR – это дополненная реальность. Дополненная реальность, что это такое? Это когда вы через экран телефона смотрите, например, на картину, через камеру, естественно, включили камеру, смотрите на картину, и у вас на экране появляется какая-то дополнительная информация об этой картине. Вот, в частности, AR Culture.ru – это проект Министерства культуры, соответственно, к культуре РФ он имеет непосредственное отношение, бесплатный, все библиотеки могут в нем участвовать и спокойно присоединиться. Это продукт программный, который позволяет создавать выставки с дополненной реальностью. Когда у вас, ну, какой-то там, например, фотографии висят, у нас была выставка фотографий подземной Москвы, когда диггеры сфотографировали там, не канализационно, естественно, не в канализации, это в водостоке, разные красивые места, кладки. И вот человек, когда смотрит на эти фотографии через телефон, у него появляются на экране точки интереса, да, то есть он, например, какое-то там место, там он кликает и видит, что вот этот конкретный кран, он там ведет к перекрытию воды прихода в Кремль, условно назовем это так, да, там, или решетка, вот за ней находится ФСО и так далее. То есть это дополнительные возможности, по-новому раскрывающие, не просто делающие предмет не плоским, а углубляющие. Например, возможность посмотреть, как картина та же самая выглядела до реставрации. У вас на экране это будет выглядеть так, как будто у вас внутри рамки появилось другое изображение. Но это вот как раз особенности дополненной реальности.
это мы уже не будем трогать. На этом, наверное, я закончу. Если кому-то интересно, вот я оставляю презентацию, потому что по времени мы уже совсем никуда не укладываемся. Вот. Большое спасибо. Очень рад был здесь быть. Огромное спасибо, Антон Александрович. Я от имени всего библиотечного сообщества выражаю вам благодарность за ваше интересное выступление, за вашу лекцию. Я думаю, что, в принципе, очень полезно было нашим библиотекарям, библиотечному сообществу нашей республики с прямых, вот прям лично вас увидеть, услышать. И как раз задачи, которые стоят перед нашими библиотеками, это именно повернуться сейчас больше к читателям, повернуться для того, чтобы автоматизировать не только просто свои процессы, а именно обслуживание библиотекаря. И вот те технологии, о которых вы сегодня вот здесь нам рассказывали, очень важны и необходимо нам сделать этот шаг вперед. Да, ведь, коллеги, да? Давайте еще раз бурно поаплодируем, поблагодарим Антона Александровича. Вот я скажу вот прям названиями блоков, которые еще остаются вопросы безопасности, автоматизации безопасности, обеспечения, все, что связано с онлайном, онлайн-трансляцией. Вот сейчас нас пишут, не знаю, транслируют ли сразу, с пандемией все это стало нам максимально остро и понятно. И что-то еще, и вопросы проведения мероприятий. То есть это вопросы планирования, электронной форме, вопросы проведения, и обязательно ни одно мероприятие не должно остаться замеченным. Да, то есть подготовка мероприятия, само мероприятие, и потом его отражение уже в электронной форме, чтобы как можно больше людей знало и получило информацию о нем. Ну это вот так, совсем уж кратенько. Спасибо. Цифровые технологии развиваются настолько быстро. Было время, когда были издатели, были библиотекари. Выбирать надо было только книги, которые закупать. А сейчас вот с развитием этих технологий их рынок настолько богат и насыщен, и выбрать то, что нам необходимо именно для автоматизации наших процессов, или же для того, чтобы как-то больше как-то облегчить в какой-то степени свою работу, или же привлечь внимание наших читателей, или же соответствовать тем запросам, которые, в общем-то, у нашего населения на сегодняшний день присутствуют. Поэтому здесь, конечно, без помощи наших партнеров, без содружества с разработчиками, без содружества с теми компаниями, которые поставляют это оборудование, которые нам помогают в какой-то степени ориентироваться и помочь сделать библиотеку более презентабельным, более привлекательным, никак невозможно. Поэтому мы сегодня на наше мероприятие пригласили наших партнеров. Это представители компании IG Logic, Сергей Владимирович. Да, пожалуйста. Вы о технологиях, архитектурных вы скажете несколько слов? Спасибо большое. Всем добрый день. Спасибо, Антон Александрович. Вы практически полностью все рассказали про AirFit технологии. От себя могу лишь добавить, что мы, компания ID Logic, находимся в Москве. У нас завод находится в Московской области. Производим, разрабатываем программное обеспечение, как вы правильно сказали, интеграция с... То есть мы делаем не что-то новое, под которое нужно будет отдельно что-то еще докупать и дорабатывать. Мы поставляем оборудование и интегрируем его в уже имеющуюся у вас какую-то систему, какую-то среду вашу. По AirFit технологиям еще добавлю, у нас последние крайние разработки – это автоматизированные вендинговые киоски, которые ставятся вне библиотеки. Сейчас у нас идут проекты в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве мы это будем ставить павильоны в парках. Станция, которая хранит в себе порядка 500 книг. Читатель может подойти к ней, идентифицировать себя по читательскому билету, либо по Сбер-ID, интеграция будет со Сбербанком, получить книгу и также, то есть как в библиотеке, ее сдать спустя 2 недели. Вот. Там будут мониторы и будет полная интеграция с городским порталом. То есть там мы перешли на МОС.ру, что позволит человеку видеть... О, отлично. А где пульт? Там же микрофон. Раз. Вот. Мы сделали вот такие визуалы, которые
Станция, вот вы видите, серо-белого цвета. Возле нее поставили снековый аппарат, кофе-автомат. Сделали рабочие места, то есть барную стойку. Сейчас я вам покажу это схематично, как будет выглядеть. Вот так она будет выглядеть. Получается вход в павильон, станция по книговыдаче, книгохранению, аппараты для кофе и снеков и места для чтения. Все эти павильоны будут размещены в парках. Доступ к ним будет 24/7, абсолютно в любое время, зимой и летом можно будет туда зайти и книгу взять. По регистрации и по Сбер-ID. У нас в Москве порядка 600, по-моему, человек, зарегистрированных в библиотеках. Правильно? 600 тысяч, да, человек. По Сбер-ID у Сбербанка сейчас 12 миллионов, которые подключены к этой системе. И благодаря тому, что на этой станции можно будет интегрировать, идентифицировать себя через Сбер-ID, Сбербанк передает данные через нашу компанию в библиотеку, и происходит автоматическая регистрация нового читателя, что позволит нам вот этот поток людей, 12 миллионов, направить на библиотечные сервисы. На мониторах, здесь, к сожалению, их не видно, сейчас посмотрю, может быть, на других ракурсах. На самой станции есть порядка 3 мониторов, там диагональю около 24 дюймов. На них также будут транслироваться анонсы по мероприятиям из культуры. На самой станции будет терминал для оплаты, то есть в моменте можно будет и выбрать, и оплатить, то есть дополнительный сервис по монетизации и по популяризации, наверное, афиши по мероприятиям. Вот. А по основным решениям, которые в принципе используются в AirFit, уже все рассказано, поэтому если будут еще вопросы более точечные, обращайтесь, расскажу, покажу, все это обсудим. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я думаю, что у всех наших участников будет возможность еще раз подойти к вашей экспозиции, посмотреть воочию, еще раз убедиться. Наши любимые партнеры, представители из Казани, с которыми мы уже работаем не первый год в рамках модернизации наших муниципальных библиотек. Пожалуйста, вам слово. Компания Display Art, Жуков Андрей Владимирович. Спасибо за такое представление. Любимые партнеры. Очень рады ими быть. Хотелось бы вкратце рассказать такой практический рассказ о плане создания модельной библиотеки, то есть близко к жизни. И плюс еще пару таких интересных фишечек, которые нам с вами помогут в будущем году спроектировать и открыть еще несколько этих замечательных пространств в Чувашской республике. То есть из чего состоит создание модельной библиотеки? Антон Александрович отметил очень здорово, что первоначально это идея человека, идея директора библиотеки, того, кто станет двигателем. То есть мы вам только в помощь, чтобы как-то создать документы, нарисовать дизайн. Однако первое точно и одним из главных это является драйвером, является идея, тот человек, который будет это все дело толкать. Дальше это создание дизайн-проекта. Мы вам в этом с удовольствием поможем. Каждый раз обсуждаем индивидуально, как, на каких условиях. То есть раньше мы очень часто делали совсем бесплатно, однако тут есть такая засада, что бесплатное, к сожалению, не всегда воспринимается как… То есть не все проекты, которые мы рисовали, они участвовали в конкурсе, а так как осознанность есть, когда вы оплачиваете эту услугу и получаете ее, и, соответственно, ценить ее начинаем больше. Так вот, дальше, соответственно, готовится документация, подаете ее на конкурс, выигрываете и подходим к реализации. Из каких блоков состоит вообще создание модельной библиотеки?
Первое, главное, это фонд, пополнение фонда, соответственно, книги на первом месте. Дальше, возможно, денежные средства, которые вы выиграете в ходе конкурса, пустить на небольшой косметический ремонт. От вас, от муниципалитета должно быть подготовленное помещение, однако есть возможность небольшие косметические вещи делать. Следующее – это библиотечное оборудование, различные стеллажи, кафедры выдачи, ну, все мебельное оборудование. Электронное оборудование с инсталляцией, и причем это должно быть именно продумано на этапе создания дизайн-проекта, ну и проекта в общем. То есть нет никакой необходимости натыкать просто бездумно электронные устройства, такие как там проектора, сенсорные панели, даже просто телевизоры. У каждого девайса должен быть какой-то четкий функционал и назначение. То есть просто потратить денег на то, чтобы раскидать, и вот эта вот современная библиотека, нет, это не проходит сейчас. Отдельно хотелось бы отметить, при закладывании бюджета и вообще при понимании, это художественное оформление. То есть вообще это не предусмотрено как бы конкурсом. То есть по умолчанию никто никогда не говорит, выделите часть средств на то, чтобы произвести оформительские моменты. И это все дело, к сожалению, опускается, однако это крайне необходимо для создания идентичности библиотеки. Мы с вами, не про нас, а мы с вами делаем места, не похожие друг на друга, и уже сейчас среди тех модельных библиотек, которые открыты, можно устраивать отдельные конкурсы на конкурс красоты, там, не знаю, на идентичность этого всего действия. Вот, например, вижу Марпасадская библиотека замечательная, в которую, когда попадаешь как в такое пространство крайне крутое, и для вновь пришедших там замечательное у них место, то есть туристы могут даже зайти туда, и также для читателей, которые постоянно ходят в эту библиотеку, я думаю, они просто с великим удовольствием находятся в ней, работают, и очень там здорово. То есть художественное оформление надо обязательно закладывать в эти все моменты. И коснемся момента такого бумажного. Все приобретения у нас с вами идут в обязательном порядке через торги. Если раньше была возможность как-то объединять эти торги для того, чтобы это все, так сказать, удобно было в работе, то сейчас нам закон говорит, что этого делать ни в коем случае нельзя, и мы ни в коем случае никогда не идем на нарушение закона, а он нам гласит разделение: мебельный конкурс отдельно, техника отдельно, и при этом, при всем у нас получается такое, что достаточно большое количество поставщиков может в этом всем участвовать. У этого есть несомненный плюс, что поставщики между собой борются, и получается экономия денежных средств, которую можно пустить потом на то же самое пополнение книжного фонда или дополнительно какую-то мебель приобрести. Вот. Однако, к сожалению, в некоторых видах конкурсов, в больших видах конкурсов нельзя учитывать опыта работы тех или иных поставщиков с оборудованием. Например, любой мебельщик может сделать мебель, однако есть определенные моменты усиления, чтобы эта мебель служила нам с вами долго, было качественно и практично. У того же самого оборудования, как говорили, оборудование, оно достаточно стандартное, и его можно собрать просто по частям, однако есть профессионалы-производители этого оборудования, которые это все дело объединяют, поставляют, и это получается комплексом. Так вот, существует проблема, что скинув достаточно большое количество денег, могут попасть какие-то люди, которые не смогут
ту идею, ту задумку, которую мы с вами прорабатывали в проектировании библиотеки, не смогут донести. И вот мы сейчас достаточно активно начинаем заключать договора авторского надзора. То есть мы, как создатели дизайн-проекта, заключаем с библиотекой договор авторского надзора, в ходе которого мы получаем возможность контролировать тех поставщиков, чтобы они поставили именно то оборудование, того качества и тех характеристик, которые были заложены в проекте. У нас такие опыты тоже есть, то есть где мы не смогли поучаствовать в поставке мебели, мы прокурировали этот вопрос, и на объекте получился достаточно хороший результат, и, соответственно, объект открылся, все хорошо. Вот это такое нововведение, о котором в прошлом году даже мы не разговаривали, чтобы какой-то авторский надзор вести, то есть не было такой проблемы, сейчас она возникает. Ну и, соответственно, дальше все уже достаточно просто. Оформление документов, торговые все процедуры и открытие библиотеки успешное. Это такой, реверанс в сторону Чувашской республики. Мы обожаем просто работать с Чувашской республикой, хотя работаем достаточно со многими регионами. И одна из библиотек, которая проектировалась в этом году, она будет участвовать на следующий год в конкурсе. Мы ее очень часто приводим в пример в соседних регионах. Это село Янтиково, молодой человек, там руководитель библиотеки. Он выбрал достаточно смелую такую тему для своей библиотеки, для реализации. Это игры различные. Вот. И я призываю всех участвовать в этом конкурсе. И именно вот то, с чего я и начал, это придумывать, фантазировать и делать классные места, классные библиотеки. Все, спасибо. Спасибо. Мы будем придумывать вместе и реализовывать тоже вместе. Спасибо огромное. И следующий наш участник. Так, представитель МТД Медиа, город Казань, Матвеева Марина Александровна. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться со всеми вами. Очень продуктивная встреча, очень много интересной, полезной информации. И мне хотелось бы сначала в 2 словах сказать о том, кем же является наша компания, потому что, успев пообщаться уже с представителем библиотек в фойе до начала, я поняла, что многие еще с нами не знакомы. Наша компания МТД – это инженерная компания. То, о чем сегодня здесь уже говорили мои коллеги со сцены, начал Антон Александрович о том, какие функции вообще есть у библиотеки, что интересного можно реализовать. Также производители современного библиотечного оборудования рассказали, что такое все эти современные технологии, которые делают более простой вашу работу и возможность большого количества людей соприкоснуться с книгами. Вот наша же компания, она объединяет все возможности, которые сейчас существуют. Мы готовим инженерные решения, и эти инженерные решения уже будут помогать вашим библиотекам быть точкой притяжения, привлекать большое количество посетителей. Сегодня уже прозвучала мысль о том, что библиотека в современном понимании – это важный социальный объект, пространство получения знаний, самовыражения, коммуникации, площадка реализации всех видов интеллектуального взаимодействия, учреждение, обеспечивающее и направляющее познавательно-творческую деятельность общества. Это сейчас больше, чем место, где можно просто получить книгу и почитать ее. Это действительно социальный объект, социально важный объект. И мультимедиа открывает новые возможности, повышает оперативность, качество предоставления пользователям необходимой информации, привлекает аудиторию, повышает статус объекта. Не секрет, что молодежь охотнее идет в те библиотеки, которые
стильные, красивые, где есть современное оборудование. На ресурсе «Новая библиотека РФ» представлен анализ. Был проведен анализ анкет, которые заполняли читатели библиотек, и на основании этих анкет были выведены вот такие вот диаграммы. Требования к мероприятиям, то есть это что хотели бы видеть посетители библиотек, приходя в библиотеку. Мы видим, что 93, да, самый высокий показатель — это мастер-классы, затем прикладные программы обучения ПК, иностранные языки, киноклуб и дискуссии. О чем это говорит? О том, что общество уже понимает, что библиотека — это место, где может быть интересно, где можно собраться и с пользой провести время. И задача библиотеки в данном случае ответить на этот запрос общества и подготовить эти пространства. Круговые диаграммы, которые вы видите, они как раз показывают, что необходимо для эффективной работы библиотеки. Ну, здесь предсказуемо на первом месте Wi-Fi, интернет, актуальные фонды, собственно, и компьютерная и оргтехника. Новые сервисы и пространства, то есть чего ждут, да, от библиотек посетители. И мы видим, что львиная доля, 31%, это компьютерные классы, это нужно людям. Затем мы видим кафе, классы для занятий, полиграфический отдел. Здесь я прошу обратить внимание, это речь идет не только о нуждах библиотеки, да, когда нам нужен сканер для работы с фондами, это еще и точка монетизации, это услуги, которые можно предложить населению, и люди будут тоже обращаться, чтобы получить качественные услуги. Для того, чтобы говорить по делу, мы составили для вас реальные кейсы. Это подборки типовых решений. У каждого из них есть примерная цена. Цена примерная, сразу скажу почему, потому что оборудование может быть разным, запрос ваш может быть разным. И в соответствии с вашим техзаданием будет вестись просчет. Но для того, чтобы каждый из вас прекрасно понимал, сколько это стоит, потому что говорить в целом «мы сделаем все, что вы хотите», это не, говорить ни о чем, согласитесь. Нужно говорить по существу, и чтобы вы тоже понимали, сколько это может стоить. Итак, многофункциональный компьютерный учебный класс, он может включать в себя интерактивную панель с функциями просмотра изображений, создания рисунков, написания текста. То есть на этой панели можно и писать, и рисовать, и воспроизводить в любом формате фото и видео. Интерактивная трибуна — это рабочее место библиотекаря с сенсорным монитором, с возможностью управлять интерактивной доской. Встроенная видеокамера уже имеется, и планшеты для учеников. В данном случае расчет был на 20 учеников одного педагога. Мы видим цену. Мобильный компьютерный класс. Очень интересное решение, поскольку пространство библиотеки, оно не безгранично, оно не резиновое, и задача наша максимально эффективно его использовать, многофункционально, и одни и те же зоны могут использоваться по-разному. Мобильная компьютерная техника позволяет, во-первых, в разных зонах библиотеки организовывать работу, а во-вторых, это просто очень удобно. Вот такая тележка позволяет хранить ноутбуки, там же они подзаряжаются и удобно перемещаются по территории библиотеки. Такое решение, примерно цену вы видите, включает 10 ноутбуков учеников, ноутбук учителя, программное обеспечение, мобильная тележка. Мы видели из приведенной статистики выше, что очень высок запрос на изучение иностранных языков. В разном формате можно вести преподавание иностранных языков, но если все-таки вы решили, что вы хотите подойти ну, так, основательно к этому вопросу, лингофонное оборудование — это очень здорово. И когда в районе есть хотя бы одно такое место, где можно обучаться, используя лингофонное оборудование, эффект очень классный. И опять же, это точка монетизации. Можно организовывать курсы по обучению детей. Для детских библиотек существует огромное количество мультимедийного оборудования.
Вообще мультимедийное оборудование, оно очень сильно упрощает и делает более интересным любой обучающий процесс. И если мы говорим о детских библиотеках, то здесь можно придумать все, что угодно. Элементарное базовое решение – это интерактивная панель с набором игровых развивающих программ, также рабочее место преподавателя, и там же есть встроенная видеокамера. Данное решение можно дополнить мультимедийным комплексом. Это может быть либо мультимедийный стол, мультимедийная доска, интерактивный киоск с информационным контентом. Это могут быть голограммы, виртуальная дополненная реальность, о чем уже было сказано. Также можно организовать, помимо уже привычной для всех робототехники, можно установить мобильный планетарий. Очень интересное решение, и преимущество его в том, что оно мобильно. Летом можно подобные планетарии организовывать на открытом воздухе, на открытом пространстве. Зимой, когда на улице холодно, его можно открывать в помещении, использоваться может круглогодично. Интерактивный пол, интерактивные физкультурные комплексы. Я думаю, что в целом вы уже все знаете, да, о том, что есть. Особое внимание, это, конечно, особое внимание заслуживает та группа населения, которая испытывает сложности в том, чтобы получить какие-либо услуги. И поэтому инклюзивное оборудование, на мой взгляд, оно должно быть в библиотеках, поскольку это место общественного пользования, да, и сюда приходят люди, чтобы получить необходимые знания. Существует для детей интерактивные песочницы, интерактивный стол логопеда с умным зеркалом. Для людей слабовидящих и с ДЦП существуют специальные джойстики, клавиатуры. Здесь у нас типовое решение — дискуссионный зал. В основе его также находится интерактивная панель, рабочее место модератора, встроенная видеокамера, акустическая система. Инклюзивный кинозал. Здесь мне хотелось бы сделать такой акцент на этой функции, да, потому что мы видели, да, что людям интересно проводить дискуссии, интересно просматривать вместе кино. Это могут быть не обязательно фильмы, это могут быть какие-то программы, обучающие курсы. Для этого можно очень красиво организовать пространство. Сразу скажу, что для нашей компании кино — это вообще такая очень любимая отдельная тема, поскольку мы имеем большой опыт, уже больше 10 лет строим кинотеатры по всей России. Профессиональные большие кинотеатры, которые транслируют большое кино первого экрана. Но в библиотеке, конечно, такого запроса нет. В библиотеке не нужно показывать Человека-паука, хотя, может быть, какую-нибудь ретроспективу и можно организовать, чтобы заинтересовать посетителей. Но для того, чтобы организовать кинопоказ, качественный кинопоказ с хорошим оборудованием, это вполне реальная сумма. И прошу обратить внимание, что здесь у нас помимо проекционного оборудования, акустической системы, радиомикрофонной системы, еще есть система тифлокомментирования. Что это такое? Я думаю, что некоторые из вас знают. Для тех, кто не знает, скажу, что это дополнительное оборудование для людей слабовидящих или слепых. То есть люди, когда смотрят кино, они его слышат. Но немые сцены или какие-то ту информацию, которую мы получаем с помощью зрения, они получить не могут. Для этого записывается специальный трек. И оборудование для человека — это наушники, они их надевают и слышат еще дополнительно описание того, что происходит на экране. В больших кинотеатрах, кстати, уже в законодательстве есть такой момент, обязательно должно быть тифлокомментирование. Возвращаясь к многофункциональности, хочу просто добавить. Многофункциональный конференц-зал — это
Не во всех библиотеках нужен конференц-зал, но если мы говорим о дискуссионном зале, то они могут совмещать различные функции, и здесь мы просто можем решить, какое оборудование нужно, и, соответственно, его подобрать. Здесь в качестве примера мы привели решение, которое мы сделали, интегрировали для Российского исламского университета, чтобы просто понимать, сколько это может стоить. Марина Александровна, я вынуждена напомнить. Мы что- заканчиваем. Да, хорошо. Тогда очень кратко, что еще может быть интересно и актуально в библиотеке. Вот сейчас мы находимся в замечательном зале. Здесь есть сцена, здесь очень уютно, но я думаю, даже здесь одежда сцены могла бы добавить немножко уюта. И тем библиотекам, которым посчастливилось иметь большие пространства, я думаю, будет актуальна организация актового зала. В этом случае мы можем предложить очень широкий спектр оборудования. Пару слов об оборудовании, которое существует для работ с книгами. Об этом уже было сегодня сказано, что в библиотеках необходимы сканеры, электронные лупы, говорящие сканеры, полиграфическое оборудование, которое пригодится и самой библиотеке, и может быть монетизировано. И буквально в завершении хочу сделать акцент на том, что оборудования много. Технологический процесс, он не останавливается, всегда придумывается что-то новое и интересное. Самое важное, что нужно понимать, как это все интегрировать в вашей библиотеке. И, собственно, для этого существуют инженерные компании. Наша компания не является исключительно поставщиком или интегратором. Мы работаем с объектом по задаче. Если перед нами стоит задача модернизировать библиотеку, разрабатывается план, и наша компания здесь выступает не как посредник между подрядчиками. Наша компания является прямым подрядчиком и ведет и стройку, и ремонт, и поставку оборудования, и монтаж, пусконаладку, и сервисное обслуживание. Многофункциональность, наличие сертификатов на все оборудование, которое позволяет с легкостью проходить торги. Собственно, опыт работы у нас уже достаточно большой. И приглашаю, друзья, пройти к нам на стенд. Если будут какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим. Спасибо большое. Спасибо. Если есть вопросы, коллеги подойдут. Сейчас я объявляю перерыв. У нас кофе-пауза, 405 кабинет, пожалуйста, все пройдите. И время без 15 час мы должны здесь встретиться. Мы, к сожалению,